Добрый день, вы на канале Так и живу, меня зовут Светлана. В Абхазии всю ночь, весь вечер и полночи шли протесты. Абхазы пикетировали правительственные здания. Что же случилось и почему их так, что их расстроило так? Их расстроило то, что абхазское правительство ратифицировало соглашение с Россией об инвестиционной деятельности. Казалось бы, хорошо, ведь в Абхазии нет ничего такого. Инвестиции – это всегда хорошо. Но к инвестициям вернемся. Почему именно? Кроме этого, их беспокоило то, что россияне сейчас начнут массово, так как они имеют больше денег, скупать жилье в Абхазии, и вместе с ними заедут те самые грузины, которые в 1992 году уничтожали этих самых абхазцев. Безусловно, абхазцам это не нравится. А что же не так с инвестициями-то? А с инвестициями не так, что там собираются построить огромный туркомплекс. И этот туркомплекс может поглотить мелкий бизнес абхазов. А строит его один из министров по фамилии Ткачев. Вернее, не сам он, а якобы люди с ним аффилированные. Кто такой министр сельского хозяйства Ткачев? Вот для меня он тот же самый, как я не знаю, как Познер, как Эрнест, вернувший Познера. Даже, наверное, хуже. Я вам расскажу. Когда-то в 2012 году в Краснодарском крае затонул город Крымск. Там прорвало дамбу, и люди тонули семьями в своих домах. Когда стали спрашивать у губернатора, почему не было оповещений, точно так же, как в Валенсии, а там вообще не пришло оповещение, губернатор сказал: а что, я должен был сам лично от двери к двери ходить и оповещать? То есть, никакой ответственности. Вот тем самым губернатором того самого Краснодарского края тогда и был господин Ткачев, который вдруг внезапно, после того, как утопил такое количество людей, стал министром сельского хозяйства. Как ему это удалось, это большой секрет, вообще непонятный. Но то, что сейчас его имя ассоциируется с этой застройкой огромного туристического комплекса, который может очень сильно, как считают абхазы, навредить им, это плохо. С моей точки зрения, к Ткачеву давным-давно надо присмотреться. Так же, как к Эрнесту, например. Но не присматриваются, потому что пока не до того. Пока у нас ловят ждунов, пока у нас идет СВО, пока у нас занимаются мигрантами, а там дойдет ли до них дело? Чем может закончиться все это? России, конечно, не нравится то, что абхазы бунтуют, потому что получать денежки не только на пенсионеров. Тут мне абхазы писали: ах, вы знаете, пенсионеры эти работали на Советский Союз. Да во всех республиках работали на Советский Союз, за все республики заплатили. Так что, содержать вас совсем? Помимо этого, помимо пенсионеров и инвалидов, которые не работали на Советский Союз, помимо них платят еще чиновникам, платят еще учителям, врачам, в общем, всей бюджетной сфере. Это платит Россия. И, конечно, Россия на что-то рассчитывает на дальнейшее, на какие-то возможности окупания тех денег и тех вложений, которые делаются в Абхазии. И тут абхазы должны подумать над тем, чего они хотят и как они хотят дальше жить. Само пикетирование, эти протесты, оно ни к чему не приведет. Это закончится тем, что, даже если произойдет переворот, а куда вы пойдете дальше? В Грузию? Вы уже туда ходили, вам там не понравилось. Куда? В какую сторону рванете? Сами самостоятельно, но вы не можете прожить самостоятельно, как показала практика. Вам нужно определиться, чего вы хотите.
А России нужно задуматься над тем, что делает Ткачев. Вот и все.